Добро пожаловать, спасибо вам. Спасибо вам. Первый визит в Ингушетию и первый день съемок. Команду фильма «Наш спецназ 3» встречает лично глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Актеры, режиссеры, продюсеры, операторы, звуковики, ассистенты, гримеры. Вся съемочная группа собралась рядом с администрацией руководителя субъекта. Именно здесь сегодня дадут старт съемочному процессу. Я думаю, это доброе дело, которое покажет не только спецназ, но и все добрые места, хорошие места, которые нам обыденно, конечно, ежедневно нравятся, но и приезжим они полюбились, и многие будут сюда приезжать. Для нас это событие серьезное, очень, и для познавательной части нашего субъекта, нашей республики. Ну и главное, что в субъекте, в любом, это жители. Общение с жителями, общение с людьми приносит самое доброе. Взаимопонимание и интеграция нашим целым республики вглубь нашей Родины, Отечества, России. Многосерийный детективный сериал снимают с 2022 года. Производством занимается кинокомпания 3X Media по заказу Пятого канала. «Наш спецназ» – современная психологическая драма. Фильм повествует о жизни и работе бесстрашных парней из Собора, а также пропагандирует основные человеческие ценности, такие как семья, чувство долга, сострадание, храбрость и ответственность. Действие закручивается вокруг группы спецназовцев, которые первыми приезжают на срочные вызовы, начинают облавы в наркопритонах, а также бойцы СОБР следят за особо опасными преступниками, участвуют в расследованиях по горячим следам. Мужики, это ливер. Открывайте. Как же вы голос ливера-то подделали? Хочешь Брежневу покажу? Ну, понимаешь. Мишань, это вообще-то Ирц. Ингушские серии нашего спецназа зрители Пятого канала увидят в новом телевизионном сезоне. Это будут 4 серии и 2 истории. Участие в съемках примут и актеры Ингушского государственного драмтеатра. Глава Ингушетии отметил, что эти съемки благоприятно скажутся на развитии кинематографа региона. Главный продюсер Инесса Юрченко выразила желание и в дальнейшем сотрудничать с регионом. Действительно, очень хотели приехать, потому что у нас прекрасная, красивейшая страна. Но то, что мы увидели в Ингушетии, я вам могу сказать, что вы действительно просто привыкли. Я очень удивлена, что очень многие в России даже не видят той красоты, которую нужно показывать. Ну, понятно. Мне кажется, что горы, люди, но самый главный ресурс – это люди, потому что вы настолько все доброжелательные, красивые, умные и такие яркие, активные. Я не знаю, мы очень довольны и подготовительным периодом. Еще раз большое спасибо. И, конечно, мы постараемся максимально показать красоту вашей республики. Уникальная природа, богатое культурное наследие и атмосфера Ингушетии сыграли важную роль в выборе новой точки на кинокарте телеканала, отметили представители Пятого канала. Ну а главный режиссер Виктор Шкуратов, не раскрывая всех секретов, поделился сюжетом новых серий. Отряд СОБР из Санкт-Петербурга прилетит в Ингушетию на тренировочные сборы. Но бойцы не успеют попасть на базу. Прямиком из аэропорта они будут вынуждены отправиться на особо важное задание – на помощь местным сотрудникам спецслужб. Несказанно рады, потому что, посетив эти земли, эту красоту, конечно, нельзя не влюбиться в это. И я считаю, что здесь будут потрясающие кадры, потрясающие сцены сняты. Это будет один из лучших наших блоков. Ну и как же без главного ритуала киношников? Тарелку с именами актеров, названием фильма, канала предстоит разбить об штатив. В традиционном мероприятии принимает участие и глава Ингушетии. На счастье. Мы снимем лучшее кино на свете. Мы начинаем новый блок «Наш спецназ Ингушетия». В добрый путь! Как и принято, актеры и создатели фильма разбирают по кусочку разбитой посуды. Значимое событие в ингушском кинематографе запечатлели на памятном фото с главой республики. В главных ролях играет российский актер кино и театра Сергей Горобченко. Его персонаж возглавляет специальный отряд быстрого реагирования. Отметил теплый прием в Ингушетии и назвал начало весьма обнадеживающим. Хочется выполнить работу, выполнить труд, который на нас возложен. Я играю майора СОБРа, питерского СОБРа, Санкт-Петербургского СОБРа, Илью Фомина. Это уже продолжается достаточно длительное
время, много серий уже снято. И вот, наконец-то, наш СОБР, наш спецназ оказался в Ингушетии. И здесь мы должны были быть на учениях. Но, как оно всегда бывает, бандиты не дремлют. И нам пришлось, в общем, встретиться с некоторыми нюансами жизни Ингушской республики. Но победа будет за нами, и враг не пройдет. И вообще победа будет за нами. Это не сотрудники правоохранительных органов, но действуют оперативно и слаженно. Кинобригада время зря не теряет. Сразу после встречи с главой направляются в Минкульт республики. Здесь развернулась съемочная площадка. Камера, свет, мотор. Прямо в кабинете министра. В ход пошли первые дубли. Приготовились и начали. На мониторе встреча главного героя сериала с руководителем ФСБ по Ингушетии, которого играет Михаил Базоркин. Внимание спецназовца и ФСБшника заострено на карте, по которой изучают горные местности и тропы, где предстоит ловить опасных преступников. Сворачивай налево. Я на виду прямо деревню. Так значит, они ехали по ней. Горы, многовековые башни, ущелья. Для съемок картины были выбраны самые живописные локации Ингушетии. Создатели фильма уверены, что ингушские пейзажи не оставят равнодушными зрителей Пятого канала. Приятные эмоции уже испытали сами актеры. Уверены, что поездка в Ингушетию должна освежить будни питерского СОБРа. Мы уже снимаем чуть больше 3 лет наш сериал. И это первая так называемая экспедиция куда-то вне Санкт-Петербурга и сразу в Республику Ингушетия, в эту красоту, горы, природа. Поэтому мы всей командой очень воодушевлены и уверены, что это какой-то новый такой будет новый глоток свежего воздуха для сериала, потому что там все-таки рамки города, да, какие-то там заброшенные здания, а тут опять же ущелья, красивые виды. Я уверен, что это будет очень интересно. Это вообще очень интересный опыт, потому что мы из Петербурга. Петербург — это тоже особая атмосфера, особый ореол. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И когда из этого холодного, грустного, аскетичного, депрессивного города ты попадаешь в кардинально другое пространство, это, во-первых, просто тебя по-человечески вышибает на какой-то момент, и ты просто растворяешься сначала в этом удовольствии, в этом солнце. За последнее время герои детективов Пятого канала уже не раз отправлялись в кинопутешествия по России. Съемки выездных серий проходили в Крыму, Ульяновске, Вологде, Красноярске, Пскове и не только. Съемки выездных спецсерий фильма в нашей республике будут проходить до 27 июля. Уже завтра киноэкипаж отправится в горную Ингушетию. Диана Дударова, Алия Зязиков, Магаз 24.